В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске уточнили инвестиционную программу на 2017 год. Очередное 14-е заседание межправкомиссии прошло в Сухуми. В целях развития электроэнергетики в рамках межправкомиссии подписано соглашение. О профилактических мероприятиях на дорогах страны начальник ГАИ Абхазии ответил на вопросы журналистов. Россия и Абхазия уточнили инвестиционную программу на 2017 год. В рамках 14-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия сегодня в Сухуми были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Репортаж Симы Аргун. Перед началом пленарного заседания межправкомиссии президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем председателя правительства России Александром Хлопониным. По словам Александра Хлопонина, все поручения после встречи в Москве президентов Республики Абхазия и Российской Федерации сейчас отрабатываются. Рауль Хаджимба подчеркнул важность для республики вопроса железнодорожного кредита, который обсуждался на встрече в Москве. Мы говорили с президентом России о реструктуризации. У нас есть уже свой план этих мероприятий, и мы хотели бы представить его, сказал президент. Затем в узком составе члены российской и абхазской частей комиссии обсудили ряд вопросов по двустороннему сотрудничеству. Глава государства выразил надежду, что работа межправкомиссии пройдет плодотворно. Возможности, предоставленные российской стороной, должны быть использованы в полном объеме, эффективно и качественно, отметил Хаджимба. Я не сомневаюсь, что мы сегодня за небольшой промежуток времени сумеем проговорить многие вопросы, которые обсуждались на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем. И те для нас очень важные моменты, которые были тогда освещены, получат дальнейшее сегодня обсуждение. На совещании с членами межправительственной комиссии обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Александр Хлопонин отметил, что вопросы, озвученные на встрече Рауля Хаджимбы и Владимира Путина, находятся в работе у правительства. В объемах, в которых мы будем готовы, все средства будут профинансированы, и мы решим все задачи, которые перед нами стоят. Ряд других вопросов, касающихся развития транспортной инфраструктуры. Президент дал задачу правительству и Министерству транспорта проработать вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой, с рядом проблем, которые есть, развитие аэропортовой инфраструктуры на территории. Поэтому все эти вопросы находятся у нас с председателем правительства на контроле, мы все их, безусловно, будем реализовывать. Россия взаимодействует с абхазской стороной в рамках межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству. Уже в 14-й раз заседает межправкомиссия для обсуждения двустороннего сотрудничества и реализации финансовой помощи Абхазии со стороны России. Премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц отметил положительную динамику этих встреч. Но пока есть отставание в предоставлении проектно-сметной документации. Инвестпрограмма на текущий год предусматривает выделение средств в размере порядка 2,4 миллиардов рублей. На сегодняшний день освоено почти 90% средств, пояснил Барцыц. Хочу остановиться на проектно-сметной документации на следующий год. Несмотря на то, что были определенные замечания по срокам подготовки документов, по проектированию и экспертизе, на сегодняшнюю дату у абхазской стороны готовы документации на сумму порядка 1,3 миллиардов рублей. До конца текущего года более чем на 2 миллиардов выйдем на уровень более чем 2 миллиардов, плюс переходящие объемы на сумму более 380 миллионов рублей. Стороны проговорили вопросы реализации проектов в сфере социального обеспечения, дорожного строительства и транспортной инфраструктуры. Как отметил Александр Хлопонин, инвестпрограмма будет реализована в полном объеме. Что касается инвестиционной программы, я думаю, что она точно так же будет реализована в полном объеме в соответствии с нашей договоренностью. Во всяком случае, мы так докладывали президенту Российской Федерации. Что касается проектно-сметной документации, мы с вами договорились о том, что она должна быть представлена в ближайшее время по тем объектам, по которым мы с вами спланировали. И точно так же, я думаю, что средства инвестиционного характера будут в полном объеме переведены. Еще одним пунктом повестки значился вопрос предоставления России текущей финансовой помощи, которая предполагает обеспечение финансирования государственных расходов, связанных с функционированием бюджетной системы. Вице-премьер-министр финансов Абхазии Дмитрий Сериков проинформировал коллег, что общий объем текущей помощи на этот год составляет порядка 2 миллиардов 778 миллионов рублей. И на начало декабря уже перечислено 2 миллиарда 598 миллионов. На реализацию инвестиционной программы на 2015-2017 годы
предусмотрены 9 миллиардов 313 миллионов рублей, отметил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба. За прошедший 2015 и заканчивающийся 2016 годы Абхазии оказана помощь в размере 2 миллиардов 937 миллионов рублей, отметил министр. По состоянию на 9 декабря Минкавказом России перечислена финансовая помощь на реализацию мероприятий инвестиционной программы в объеме 1 миллиард 955,5 миллионов рублей. Это 78,6%. В 2016 году реализуется 249 мероприятий на общую сумму 2 миллиарда 486,7 миллионов рублей. На встрече обсуждались и другие вопросы, касающиеся экономического развития нашей страны. Сима Аргун, Алексей Агухава, Саида Агухава, Абхазское телевидение. Перед пленарным заседанием Межправкомиссии министр здравоохранения Республики Анзоргов принял помощника министра здравоохранения России Анатолия Гулина. Обсуждались детали предстоящего межправительственного соглашения двух стран о бесплатном обеспечении определенной категории пациентов лекарственными препаратами граждан Российской Федерации, проживающих на территории Абхазии. С нашей стороны надо выбрать те категории граждан, которые попадают под льготную категорию, для того, чтобы понять, сколько денег нам будут выделять. Сумма уже обозначена, в принципе, они готовы их выпустить, как только мы предоставим им списки, они будут утверждены, согласованы. Любой гражданин Российской Федерации, который проживает на территории Республики Абхазия, имеет зарубежный паспорт Российской Федерации, он вправе получить эту медицинскую помощь наравне со всеми гражданами, которые проживают в России, и пользоваться теми же правами. Он может обратиться в любую клинику медицинскую на территории Российской Федерации, получить в рамках законодательства всю необходимую медицинскую помощь. Так же, как и любой гражданин Российской Федерации, который проживает в России. Это касается первого соглашения. Второе соглашение, которое мы сейчас будем обговаривать с коллегами, касается льготного лекарственного обеспечения этой же категории граждан. То есть лица, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение, это имеется в виду инвалиды первой, второй, третьей группы, ветераны, участники, инвалиды Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты афганцы, чернобыльцы, ликвидаторы. Первая, вторая, третья группа, они все попадают под действие этого соглашения. После пленарного заседания было подписано соглашение между Республикой Абхазия и публичным акционерным обществом «Российские сети» о содействии социально-экономическому развитию Абхазии в области электроэнергетики. С абхазской стороны документ подписал вице-премьер Беслан Эшбас, российский заместитель директора по развитию и реализации услуг публичного акционерного общества «Российские сети» Константин Петухов. Со стороны публичной акционерной После подписания соглашения премьер-министр Беслан Барцец и заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин ответили на вопросы журналистов. У нас полное согласие, полное понимание. Есть инвестиционная программа в объеме 6 миллиардов рублей, которая будет освоена. Есть вопросы, связанные с тем, что до следующей правкомиссии должны быть представлена вся проектно-сметная документация уже на более высокий объем абхазской страны, которая уже ведется, работается. Время у нас предостаточно. Будет представлена на все 6 миллиардов. Значит, мы, если обязуемся выполнять, будем выполнять в полном объеме. Встречались с президентом, с Раулем Джумковичем. Вопрос связан с теми задачами, которые были обозначены президентом Российской Федерации и президентом Республики Абхазия. Это очень серьезный комплекс вопросов, связанный и, безусловно, с развитием инфраструктуры. К сожалению, мы сегодня проезжали и видели участки автомобильной дороги, которые требуют серьезной реконструкции, потому что за этим
идет очень серьезная подготовка к курортному сезону, да и вообще с инфраструктурой. Это единственная транспортная артерия, которая достаточно важная и связывает Россию и Республику Абхазия. Это вопрос с энергетикой, и не просто так сегодня было подписано соглашение. Мы понимаем, что иметь постоянную зависимость от перетоков, которые связаны с грузинской стороной, достаточно рискованная, процедура. Нам необходимо выходить на принципиально новую самостоятельную энергетику. Поднимался вопрос и об авиационной инфраструктуре, и сегодня мы ведем переговоры по возможности, развития малой авиации на территории аэропорта, чтобы обеспечить больший приток или большую мобильность и для жителей Абхазии летать по России, и также для жителей Российской Федерации, особенно в курортный сезон развивать здесь. Этот вопрос требует очень глубокой проработки, такие решения поставлены нашими президентами, поэтому мы над этими вопросами и будем работать. Мы говорили о том, что у нас, наверное, впервые за несколько лет мы сегодня гарантировали с российской стороны обеспечение медицинским страхованием российских граждан, проживающих на территории Республики Абхазия. Но опять-таки тонкости, они заставляют нас аккуратнее работать. И вот почему у нас задержка с соглашением тоже прошла, с окончательной фиксацией, связано с тем, что загранпаспорта, это те загранпаспорта, которые имеют граждане, не каждая страховая компания сегодня будет принимать и выдавать социальные страховые полюса по загранпаспорту. Вроде казалось все просто, а на самом деле тонкости возникают. Но это это решаемый вопрос. Я думаю, что это потребует нескольких, условно говоря, дней, недель, чтобы отработать это в соглашении, прописать и создать нормальные условия. Вот этот огромный комплекс вопросов, которые сегодня мы обсуждали. Мне очень приятно, что команда, с которой мы работаем, достаточно профессиональная. Уверен в том, что все вопросы, которые мы сегодня обсудили, которые проходят в рамках инвестпрограммы текущего финансирования, а также которые вытекают из поручений встреч наших президентов, все это будет реализовано. Особо хотел бы остановиться на программе медицинского страхования, на которой лимит денег уже в бюджете Российской Федерации зарезервирован. Это для нас очень важно, потому что вам известно, что квалифицированную помощь, получить квалифицированную помощь за пределами страны, к сожалению, наши граждане не всегда выбирают направление Российской Федерации. Вы понимаете, о чем я говорю. Зачастую люди ездят туда, на территорию Грузии. Чтобы нам дать достаточно квалифицированную альтернативу, российские коллеги пошли нам навстречу, и это медицинское страхование, которое нам обеспечит отправлять всех наших граждан за квалифицированной помощью уже на территорию Российской Федерации. И эти средства зарезервированы в бюджете. Это очень важное достижение. Прошу на это обратить внимание. Уверен в том, что проработав все те тонкости, о которых говорил Александр Геннадьевич, мы выйдем на подписание соглашения, которое нам обеспечит уже уже с начала года отправку наших людей, нуждающихся в медицинской помощи на территории Российской Федерации. А по остальным вопросам еще раз подтверждаю, что Российская Федерация выполнила все взятые на себя обязательства и по инвестпрограмме, и по текущему финансированию. То же самое могу сказать и за абхазскую сторону, что на сегодняшний день отставаний по графику практически нет. И те вопросы, которые связаны с подготовкой проектно-сметной документации для мероприятий 2017 года, они тоже проходят достаточно динамично, и в определенные сроки мы пройдем согласование в соответствующем профильном ведомстве Российской Федерации, и все проекты, которые нами были обозначены в рамках большой инвестпрограммы, будут реализованы. Вот уже несколько дней на стационарных постах ГАИ вместе с сотрудниками госавтоинспекции стоят люди в камуфляжной форме и масках. По сообщениям пресс-службы МВД Республики, в Абхазии проводятся профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки на дорогах страны. Сегодня на площадке Арс-Мира представителям различных СМИ была предоставлена возможность задать интересующие вопросы начальнику республиканской службы ГАИ Науру Смыр по поводу проводимых мероприятий. Налаковы расскажет подробности. Ситуацию на дорогах Абхазии можно смело назвать критической. Количество нарушений правил дорожного движения растет практически с каждым днем. Это и превышение скоростного режима, что чревато трагическими последствиями, и отсутствие водительских прав и государственных номерных знаков, и управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Немало случаев, когда машины управляют лица, не достигшие совершеннолетнего возраста. Все эти проблемы буквально взвалились на плечи работников ГАИ. И так получается, что не всегда им удается справиться водителям
одиночку. А ситуацию на дорогах определенно нужно менять. Именно поэтому было принято решение объединить силы госслужб в борьбе с нарушениями на дорогах страны. С 5 декабря на территории Абхазии проводятся профилактические и рейдовые мероприятия с привлечением всех подразделений Министерства внутренних дел, службы государственной охраны, СГБ и других. Незаконные действия, та же тонировка, без госномерных знаков стало почему-то модно, без заднего госномера едут и останавливая, мы никогда не получали объяснений почему, с чем это связано. Всякие и при этом, главное, этот номер присутствует у них, он присутствует, лежит в багажнике. На вопрос, почему так, почему-то стало модным, массовым, объяснения нет. Уже за 4 дня с начала профилактических мероприятий было составлено более 120 административных протоколов. На месте было снято более 300 тонировок. Наурсмыр особо отметил, что профилактические работы начались с сотрудников госструктур. Многие службы, те представленные службы, их сотрудники также нарушали, также с тонированными стеклами, также без госномерных знаков и так далее. Чтобы эти вопросы все снимаются разом, когда все службы представлены, и все это дало огромный эффект. Цель основная та, что главное составить административный протокол. Цель основная это то, чтобы растонировать людей реально. Потому что действительно, вы видите, какие погоды у нас стоят, это ухудшает видимость, это все сказывается естественно, на дорожно-транспортные происшествия. Наурсмыр прокомментировал и негодование водителей по поводу того, что некоторые представители правоохранительных органов во время рейдов носят маски, скрывающие лица. И якобы это подразделение неизвестной нацгвардии, завезенное в Абхазию для определенных целей. Начальник службы ГАИ полностью опроверг такую версию, назвав ее нонсенсом. Уверяю вас, что никакой нацгвардии, и тем более откуда-то привезенной, нет и не может быть. Своей собственной, вы знаете, мы пока не обзавелись. Если такая будет национальная гвардия, такая наша национальная гвардия и будет, когда будет, если будет. А это все наши же службы. Это АТЦ, это ГСО, это уголовный розыск, ОБ. Это все службы Министерства внутренних дел. С начала рейдов крупных инцидентов не было. Благо, люди относятся с пониманием к мероприятиям такого рода, так как это один из наиболее действенных способов навести, наконец, порядок на дорогах Абхазии. Профилактические работы будут продолжаться до тех пор, пока необходимость в них не отпадет. На Алакове Роберт Ломя, Абхазское телевидение. Коммунистическая партия Абхазии призвала все политические силы страны сесть за стол переговоров и принять решения, которые способствовали бы урегулированию нынешнего политического кризиса и стали бы отправной точкой для недопущения подобных ситуаций в будущем. Об этом, в частности, говорится в распространенном сегодня заявлении. Компартия Абхазии считает, что есть возможность конституционных изменений, регулирующих баланс ветвей власти. Коммунисты страны заявляют о своей поддержке любой политической силы, способствующей решению кризиса в правовом русле. Работа миссии в Абхазии, роль МККК, ее задачи и функции обсуждались сегодня в Министерстве обороны республики на встрече с представителями миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Особое внимание на встрече было уделено соблюдению в республике международного гуманитарного права. Заместитель министра обороны Нодар Пилия поблагодарил представителей МККК в Абхазии за реализацию конкретных программ и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава миссии МККК в Абхазии Руил Блэк выразил признательность руководству оборонного ведомства за сотрудничество и оказание помощи в работе по поиску пропавших без вести на территории республики, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Абхазия. Моноспектакль народного артиста России авангарда Леонтьева «Наше все» Фазиль Искандер был представлен сегодня абхазскому зрителю на сцене Русского театра драмы. А перед постановкой министр культуры Абхазии Эльфира Арсалия встретилась с народным артистом России. Открывая встречу, министр культуры Эльвира Арсалия поблагодарила народного артиста России за визит. Она отметила, что сегодня театр в жизни Абхазии занимает особое место. По словам Эльвира Арсалия, моноспектакль «Наше все» Фазиль Искандер в особенности важен потому, что он посвящен знаменитому писателю и нашему соотечественнику. Тем более в год, конечно, его
смерти для нас это очень важно. Уже последние несколько лет на родине Фазиля Искандера проходят фестивали культуры и выставки художников, которые в разное время сделали иллюстрации для его изданий, и премьеры спектаклей известных режиссеров проходят. Нам всегда интересно, как воспринимаете вы, творческие люди, нашего любимого классика. Мне кажется, для вас, как человека очень тонко чувствующего, побыть здесь, увидеть эти улицы, этих людей, которые вот практически во всех его произведениях описаны, будет вдвойне приятно. В свою очередь, народный артист России Авангард Леонтьев выразил благодарность за теплый прием. По словам артиста, это не первый его визит в Абхазию, и каждый раз он открывает ее для себя по-новому. Сейчас он смотрит на Абхазию глазами Фазиля Абдуловича, человека, с которого он хорошо знал и с которым дружил долгое время. Вспоминая Искандера, Авангард Леонтьев говорил о том, что он запомнил его как глубоко порядочного человека. По словам Леонтьева, нравственные позиции Фазиля Искандера и то, как мыслил и как говорил знаменитый писатель, не оставляли равнодушным никого, кому посчастливилось пообщаться с ним хоть раз. Я приехал с Фазилем Искандером однажды, в конце 90-х годов, видимо, да. Здесь был его вечер творческий в театре. Я его вел и читал фрагмент из рассказа «Начало». И видел, как любят здесь, в Абхазии, Фазиля Искандера. Не меньше, чем у нас в России. Мне показалось так. Мы его очень любим. За его невероятный талант, гениальный талант. И за его порядочность. Мы потеряли порядочного человека. Это большая потеря. Фазиль Искандер руководствовался вот своими убеждениями. Образец для всех людей. Он как бы вот своим примером показывает вот вообще всем людям. Ребята, а можно быть, несмотря ни на какие обстоятельства, можно остаться человеком. Много теплых слов и воспоминаний о Фазиле Абдуловиче было высказано на встрече. А самое главное, о чем сегодня шла речь, Фазиля Искандера помнят и любят не только в Абхазии, но и за рубежом. Ему посвящают литературные вечера, снимают фильмы и ставят спектакли по его рассказам. И моноспектакль – еще одно тому подтверждение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода. В субботу дождь, местами дождь со снегом, в воскресенье временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 2,4, днем плюс 6-8 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.